Вот я сейчас ознакомилась с пресс-релизом, и тут я прочла о том, что как бы вы просите извинения президента, и тут же говорится о том, чтобы возместили всем материальные и моральные потери. Да? Скажите, пожалуйста, как вы видите эти материальные вливания, кто их будет распределять и на какой счет они будут, если они будут? Кто будет их распределять, кто этим будет руководить? Это... что понятно, кто распределять. Это ты ответишь на это. Я вам скажу. Вопрос очень важный. Кто будет распределять? Первым возьмем. Одну секунду. Можно я отвечу? Хороший вопрос. Какая реакция? Какая реакция? Очень важно, кто будет распределять. Вот пусть они решат, и мы постараемся, чтобы распределяли на этот раз честные люди. Сами американцы будут А распределять. кто эти честные люди? Ну, найдем комиссию какую-то, чтобы это было гласно, чтобы это люди знали. Не просто так Я вот. не у вас спрашиваю, Тимур Абаевич. Я могу сказать насчет честных людей. После того, как нас выбросили из Крыма, практически участники войны возвращались в Крым, и из Крыма их выгоняли, они ехали в Среднюю Азию. У них семьи где-то умерли, где-то дети погибли. Вот Тимур Давжи возил наше обращение в ЦК КПСС первое большое. Сидел в 1965 году, процесс был над 3 крымскими татарами. Так вот, могу я вам сказать, мощное государство было советское, несравнимо с тем, что потом стало. Но крымские татары смогли на законной основе, в Союзе была идеология, доказывали мы всегда, что мы имеем право. И эти люди не шли ни на какие компромиссы, не получали ордена, не получали должности, но эти люди до конца ездили. Вот есть книга Нурмата Мухиддинова «30 лет в Кремле», уважаемые журналисты. Вот там он пишет о том, что в 1953 году, начиная с 1953 года, есть крымские татары, коммунисты и участники Великой Отечественной войны, партизанского движения поднимали вопрос несправедливо, надо вернуть. Отвечают, нету этого. Вот решение партийное. Покажите в партийных уставах, где народ может быть обвинен. И второе. Очень дорогую цену заплатил крымско-татарский народ за свое возвращение. Тысячи судеб были сломаны. Куча людей погибла, но то, что вы сказали, кто будет распределять, эти люди были, есть. Кстати, вот в свое время ставился вопрос о том, чтобы помощь, которую оказывают крымским татарам, гуманитарная, распределялась через общественно-государственные структуры, чтобы это было гласно, прозрачно. И второе хочу сказать. Вот возникает вопрос, вот мы, рожденные до войны, мы уже уходим, это объективная реальность. Нас осталось где-то 20 тысяч человек, тех, кто был выселен, рожденный до войны. Но мы должны своим детям оставить наши традиции, чтобы наш язык был. Вот когда говорят, вот в Крыму крымско-татарские школы есть. Блеф, нету крымско-татарских школ. Закон Украины, закон Евросоюза о региональных языках не выполняется. И второе, почему мы этот вопрос сейчас подняли. В последнее время было рассекречено много материалов. В 2002 году на деньги Еврейского конгресса России была издана книга Костриченко
уважаемые журналисты, запишите, в интернете эта книга есть. Костриченко. В этой книге половина книги посвящена нашей трагедии, как это все организовывалось. И то, что здесь написано про заявление Аверла Гарримана, это озвучено во многих источниках. Поднимите книгу Солженицына о том, как американские новориши пытались стравить еврейский народ и крымских татар. И как это организовывалось. Поэтому я хочу, чтобы все имели в виду, мы не говорим, что виноват еврейский народ, но виноваты те, кто в этом искал выгоду себе. И чем больше будет проходить времени, тем больше будет обнародовано этих секретных материалов, потому что много еще за 7 печатями находится. И в завершение. Крымская республика, довоенная, как об этом писала газета «Жизнь национальностей», это минимальное возмещение маленькому народу, который за столетия иго царской власти, которой не было русской властью, это возмещение и за потери этого народа. Это тот маяк, который будет светить на весь Восток. Спасибо.